لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. У нас одна есть маленькая проблема, чтобы мы знали, у нас есть братья, сестры, близкие люди, которых мы знаем, которые намаз не совершают, которые пост не соблюдают, которые закат не дают, которые хадж не совершают, когда имеют возможность. И теперь, когда мы начнем с намаза, мы должны знать, сейчас месяц Рамадан, самый лучший месяц для тех, кто не совершает намаз, чтобы они начали совершать намаз. И у нас есть близкие люди, родственники, соседи, которых мы знаем, которые намаз не совершают, нам молчать, ничего не говорить, это будет неправильно. Красивым словом нам нужно оставить. Один человек, чтобы вы знали, он был, скажем, человек джамаат, который приходил, намаз совершать и уходил. Сосед намаз не делал. Теперь он через 3 года, думает, давай я зайду к нему, скажу ему намаз, мечеть рядом же, намаз совершать, мечеть ходи. Через 3 года, когда он к нему пошел, тот ему говорит, я тебе уже 3 года живу, чтобы ты пришел и мне сказал, что нужно совершать намаз, и меня с собой забрал в мечеть. 3 года я тебе живу. И вот там есть братья, сестры, наши жены, наша работа, все это объясняет намаз. А последний Рамадан. Если мы кого знаем, родственники, близкие, намаз если не совершают, для нас это должно быть первоначальной целью, чтобы получить намаз. Почему так я говорю? Потому что в Коране мы знаем очень много есть аятов, которые сам Всевышний говорит. И вот это совершенно намаз. А Allah нуждается в нашем намазе, он не нуждается. Мы нуждаемся в намазе. И намаз для нас является основой нашей религии. И есть также движение пророка, что между верующим и неверующим это намаз. Значит, этот человек намаз не совершает, он подобен на людей, которые неверующие, которые тоже намаз не совершают. И нам нельзя, конечно, того, кто намаз не совершает, назвать неверующим. Он грешник. Но нам нужно переживать о нем. Когда один из наших близких родственников болеет раком или серьезной болезнью, мы все стараемся, чтобы его вылечить. Но когда наш близкий человек намаз не совершает, пост не соблюдает, мы как-то можем легко это оставить. Это ошибочно, это обман, и искать нельзя. Потому что оно сегодня есть, завтра его может не быть. И есть очень много примеров, есть очень много разных случаев из жизни, когда люди один наставление. Просто сказал, старший младший говорит, ты что, до сих пор намаз не делаешь? Этот младший брат говорит, когда мой брат мне сказал, не стало стыдно. Я намаз делал, говорю. Намаз делал после его слов своего брата, я начал намаз делать. Мне столько раз говорили намаз делать, но выражение лица брата и место, и момент, который был там, когда было несколько людей, и брат, когда так обратился, мне сказал, что вы следите стыдно. Я что сделал? Я начал совершать намаз. Я начал соблюдать, вместе с соблюдать религию. И теперь в этом отношении нам тоже нужно стараться, чтобы мы нашли именно тех людей, которые сегодня с нами не сидят, которые находятся в других местах, которые находятся в греховных местах. Вот этих людей нужно красивым словом призывать, чтобы они сегодня сидели рядом с нами и получали знания. И самое главное, что мы знаем, например, когда мы призываем другого, одно из основных моментов, это чтобы наше поведение было хорошим. Наше поведение, наш нрав, чтобы был хорошим. Если наш нрав, наше поведение не хорошее, то кого мы призываем, самому себя исправить. Ты всегда должен на себя лучше посмотреть. Из-за этого, например, в этих отношениях нам нужно стараться, чтобы у нас не было упущений. Один человек, раньше говорят, например, в внимание родителей, когда люди, в
кто видел Иблис, шайтан будет человек, определенным. И один человек, который совершал намаз, постоянно был в намазе, и теперь он давай сбрит это состояние. А когда человек в намазе, значит, он находится в милости Аллаха. Аллах ему помогает, Аллах прощает его грехи, Аллах каждый намаз, который он совершает, очищается от грехов. Милость Аллаха с ним. И теперь он что делает? Это Иблис, он человек, который поспит, намаз, обедает, потом делает это, всю жизнь намаз делает. А с намаз вечером и ночной, весь намаз, который он сделал, и когда теперь внимание обратит, он идет помощь, чтобы спать, этот Иблис, он человек уходит. Когда он уходит, он говорит: ты, когда он спрашивает, почему ты целый день сама сегодня уходишь, оставляешь, тогда Иблис будет человеку говорит: ты сегодня я один раз послушался Аллаха. Один раз Аллах сказал, сделай себе потом, я сказал нет. Он сказал: извини, я тебя знаю. Из-за этого Всевышний меня прогнал из рая, из небес. Я проклял и буду подобен. А ты сегодня 5 раз утром Амру Аллаху совершай намаз, ты совершаешь. А ты Амру Аллаху совершай намаз, ты совершаешь. В первую очередь, еще говорю, для себя совершаешь. И когда мы осуществляемся на поверении Всевышнего, конечно, даже Иблис это такого человека убегает. А при совершении намаза достоинство самого совершения намаза огромное. Говорить, например, о одной крови тоже невозможно. Но главное, что он знал человек, который совершает намаз. Наш пророк, алейхиссалам, дает пример. Ты, когда совершаешь намаз, ты как очищаешь от грехов. Он говорит: если ты 5 раз в день будешь купаться в водоеме, на тебе грязь останется, грязи не будет. Также, если ты 5 раз будешь совершать намаз, на тебе греха не будет. Ты будешь чист. А если человек учится и совершает намаз, после смерти его ждет довольство Всевышнего. Его ждет рай, его ждет наслаждение рая. И первое, что у человека брошено после смерти, открывается книга этого намаза. Как ты совершал намаз? И наш пророк, алейхиссалам, если у тебя намаз был совершен адабами, уважением, и твой намаз был совершен самым лучшим образом, то после твоей смерти все остальное тебе будет облегчено. Ты все легко пройдешь. Но если ты на намазе написал улучшение, то теперь будет все остальное будет тяжело, до судного дня. Из-за этого вопроса намаза, когда мы сами делаем, когда мы сами приводим людей, также должны переживать о тех людях, которые не с нами сегодня. А их много. Вы поверите, 10 раз больше, чем здесь сидят, есть людей, которые не с нами сегодня сидят. А наша цель какая? Просто цель какая была, алейхиссалам, чтобы все были наставлены, чтобы все были собраны, чтобы мы все были вместе. Дай Аллах, чтобы Всевышний Аллах нам это помог, чтобы Всевышний Аллах дал нам в сердцах переживания за наших братьев, за наших сестер, чтобы они были здесь.